застаете своего ребенка в слезах, поговорили с ребенком, понимаете, что он не знает, как писать сочинение, с чего начать, какова его логика, как выбрать главное. Но самая большая трудность в том, что ребенок абсолютно уверен в том, что у него да и не получится. Кроме того, его уже давно ждут его друзья, чтобы поиграть во дворе в футбол, ведь он ключевая фигура, вратарь. Как помочь ребенку, не сломав его? Мы посоветовали с родителями. У нас, мы как-то едино все, да, сошлись в мнениях, что в первую очередь мы идем с ребенком на компромисс. То есть договариваемся с ребенком, идет договор. Он идет на игру, так как он здесь фигура вратарь, его ждут его друзья, как бы спорт это тоже хорошо. И мы договариваемся с ребенком, отпускаем его на игру, но затем, придя, он выполняет все домашние задания, в том числе и сочинения. А там, где ему будет трудно, родители всегда помогают. Спасибо за ответ. Ребенка в слезах, поговорив с ребенком, понимаете, Нет, наша какая ситуация? Я извиняюсь. Накануне ребенок долго и упорно учил историю. Но строгий учитель потребовал не только воспроизведения содержания параграфов, но и задал ряд вопросов к нему. В итоге лишь тройка. Ребенок заявляет, что больше предмет он учить, скорее всего, не будет, и потому что это бесполезно. Что делать? Но опять же здесь двоякое, да, вот смотрите, у нас здесь такой спор. Воспроизведение содержания параграфа, задал ряд вопросов, в итоге лишь только. То есть ребенок расстроен, что он готовился, да, по данному параграфу, как он мог сделать пересказ, но учитель не оценил, то есть по достоинству, как он считал, и поставил тройку. Но опять же, всегда нет, смотрите, всегда дается тема, параграф, да, и обязательно в конце дается вопросы наводящие. Скорее всего, наверное, учитель задавал вопросы по учебнику. Тут, значит, ребенок просто поверхностно изучил. И поэтому, но опять же, мы должны поговорить с ребенком так, чтобы заинтересовать, что он не опускался, что сейчас у него тройка, это только начало, но все еще впереди, ты не отчаивайся, да? Если я могу, я помогу. Сейчас вы скажете свое мнение, это мое личное мнение сугубо. То есть надо переговорить с ребенком, помочь ему, по наводящим вопросам пройти с ним и сказать, подбодрить ребенка, что это не конец света, в следующий раз у тебя все получится, и тройка обязательно у тебя преобразится в четвертую. В отчаянии от того, что не может решить задачу. При этом на ваши вопросы о ее содержании отвечает с трудом или не отвечает вовсе. Как в этой ситуации должен действовать родитель, который, возможно, и сам не силен в математике? Ну, мы тут обсудили эту ситуацию. И у нас 3 варианта ответа. Первый вариант – интернет. Самый быстрый и самый простой. Второй вариант – звонок другу. И третий – помощь родственникам. Старшего брата, дядя, тетя, бабушка, дедушка или кто-то еще. Вот. Но если серьезно, конечно, это всегда в том, что ребенок не понимает этот предмет. И, возможно, нужно обратиться к этому предметнику, который объясняет эту тему. Может быть, какой-то особый подход нужен ребенку. Или искать репетитора. Потому что ребенку в дальнейшем, если он сейчас это не понимает, то в дальнейшем еще будет труднее в математике все взаимосвязано. Все, спасибо огромное. Сходить попить, пописить и все прочее. Не может сидеть на месте 5 минут, там задача ни одна не решится. Возможно, у него нет заинтересованности в ряде предметов, там, гуманитарных, например, или наоборот, математических каких-то предметов. И, соответственно, эта успеваемость его снижается. Возможно, тут конфликт с учителем, ему не нравится учитель, например, или, ну, там тоже какой-то конфликт идет, или, ну, возможно, он сам, ну, бывает, не знаю, беспокойный какой-то, и поэтому тоже идет успеваемость, там он идет на какой-то конфликт с учителем. Также у него может быть другой приоритет. Спорт, музыка, танцы, любое что-то другое, и ему просто либо некогда, он постоянно на сборах, на каких-то
образования. Ну, либо он просто не хочет учиться, говорит: мама, я в спорт пойду, зачем мне вот эта математика, я буду баскетболом. Возможно, недопонимание предметов, ну, это, в принципе, перекликается немножко с другой нашей лепесточком, но недопонимание предмета, когда он что-то вначале не понял, и у него пошло по накатанной, и к концу четверти он уже просто всю базу не понимает, и, ну, соответственно, успеваемость снижается. Также по семейным обстоятельствам. Это какие-то ссоры в семье, в общем, семейные обстоятельства. Это ему некогда, ему негде, может быть, какая-то социальная прослойка, что ну, ему буквально нет места, где учить урок. Такое тоже распространено. Возможно, он рассеянный. Ну, это перекликается с усидчивостью немного, да, но немножко другое. Вот он рассеивает свое внимание, нет концентрации. Или невнимательный, тоже не перекликается. Который делает все уроки сам, которому не надо тыркать без конца, иди делай уроки. Любит читать, то есть любознательный. Ученик умеет дружить, умеет контактировать со своими сверстниками, со взрослыми. У него есть хобби и какие-то интересы. Это успешный ученик, это трудолюбивый, целеустремленный. То есть, если он поставит себе какую-то цель, он будет к ней стремиться. Успешный ученик, шустрый, но при этом не имеет никаких дисциплинарных замечаний. Не ленивый. И последнее, я бы хотела отметить, что он принимает витамины. У него была хорошая память и крепкое здоровье, которое не будет ему мешать. Сможет ребенка вдохновить своим примером, да, например. Если друг, например, ему будет что-то рассказывать, показывать, в спорте он успешный, да, будет по-доброму с ним общаться, ребенок потянется, мне кажется, тоже. Также к взрослому человеку, это может быть бабушка или кто-то взрослый, там, тетя, не знаю. Если, например, родителей постоянно нету, да, у нас обычно мы же на работе, ребенку мало уделяется времени. Потом можно, мне кажется, показывать видео ребенку, где дети его возраста занимаются любимым делом, что-то у них хорошо получается, может быть, он тоже замотивируется, захочет тоже так же, как он, получить, да, какой-то результат. Постоянно своего ребенка надо изучать, чтобы найти, что ему интересно на самом деле, его интерес. Все пробовать стараться с ребенком, потому что один ребенок может быть одаренный в спорте, другой в математике, третий, может быть, там ему звезды нравятся, но мы с ним это не делаем, да, например, не можем, не знаем таланты своих детей, поэтому надо все пробовать. И это попробовать с ребенком, и это постараться. Но мне кажется, больше с любовью относиться к своему ребенку, поэтому когда он будет чувствовать поддержку, и тоже будет стремиться. Постараться не кричать, мы же часто кричим, мы же такие с работы раздраженные, это бывает. Сначала себя успокоить, потом уже с ребенком что-то там, да, например, общаться начинаем. Ну и вот еще мне помогали родители. Первое, что пробудить ребенка необходимо, это мотивацию. Рассказать ему, для чего тебе учеба, что ты в будущем сможешь достичь, показать, например, какой у тебя может быть свой дом, может быть любимый, может быть девочка или мальчик захочет иметь это, или может быть ты станешь успешным гимнастом или пловцом. Можно на примере, вот я смотрю канал турецкий, там дети, даже инвалиды, у них рук нет, но они так классно плавают. И можно как пример, например, да, что даже такие дети ограниченными способностями добиваются таких успехов. Но это все-таки им помогают взрослые в этом. Всегда рядом с таким ребенком есть человек.